То, что в Таджикистане уже давно пора сделать. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему Эмомали Рахмон вновь стал объектом насмешек. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Число министерств и ведомств в Узбекистане будет сокращено с 61 до 28 единиц. Об этом в своем ежегодном послании парламенту и народу 20 декабря сообщил президент Шавкат Мирзиёев. Кроме того, Шавкат Мирзиёев анонсировал поэтапное сокращение численности государственных служащих на 35%. Сэкономленные средства будут направлены на решение социальных вопросов, указал он. На первом этапе будут реформированы министерства, принципиально изменится и метод работы правительства. Прежде всего будет сокращено количество министерств и ведомств с нынешних 61 до 28. Теперь каждое министерство будет отвечать за реализацию государственной политики в соответствующей сфере, а также руководить комитетами, агентствами и инспекциями, входящими в структуру, заявил Шавкат Мирзиёев. Президент предложил перейти к компактной и эффективной системе государственного управления. Почему я начинаю речь с реформы в этом направлении? Необходимо было в течение 6 лет создать новое министерство и ведомство, чтобы поднять на ноги отрасли, ранее находившиеся в запущенном состоянии, находящиеся на грани исчезновения. Мы должны были это сделать, иначе мы бы не добились того, что имеем сейчас, пояснил он. По его словам, Узбекистан добился больших результатов в сферах дошкольного образования, жилищно-коммунального хозяйства, инвестиций, коммунальных услуг, государственного частного партнерства. Глава государства заявил, что необходимо расширить частную инициативу и открыть для нее новые перспективы. Сейчас самое время перейти от ручного управления к системному управлению, работающему на конкретный результат, сказал президент. Шавкат Мирзиёев заявил, что министры больше не имеют права работать по старинке. Если у министра нет четких дальновидных подходов в своей области, если его деятельность не облегчает бремя людей, скажите себе, какой прок от такого руководителя? Поэтому я подписал указ о новой административной реформе. Мы долго к этому готовились. Никто не имеет права обсуждать это. Это требование времени, сообщил он. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, у нас бы тоже это было бы полезно? Половину вообще всех депутатов и правительственных чинов просто убрать? Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Но в Таджикистане не все так радужно. За 9 месяцев текущего года в Таджикистане построено 1 миллион 174 тысячи квадратных метров жилья, что на почти 24% больше за аналогичный период прошлого года. По данным агентства по статистике Таджикистана, в январе-сентябре текущего года первое место по росту сдачи в эксплуатацию жилых домов занимают города и районы республиканского подчинения ГРРП. Площадь сданного в эксплуатацию жилья в области составляет 330 тысяч квадратных метров, что на почти 2,5 раза больше, чем за этот период прошлого года. В Сагдийской области построено 408 тысяч квадратных метров жилья, в Губао 26,3, в Хатлонской области 266,8 тысяч квадратных метров. Единственным регионом, где строилось меньше жилья, чем в прошлом году, является столица Душанбе, где введено в эксплуатацию 142 тысячи квадратных метров жилья. Это на 23,5% меньше прошлогоднего показателя. Средняя обеспеченность населения жильем в стране составляет 10,9 квадратных метра на человека, что на 8,23% ниже установленной жилищным законодательством социальной нормы на одного человека. Она равняется 12 квадратным метрам. В прошлом году Таджикистан отставал от нормы на 23%. Таким образом, Таджикистан продолжает отставать от других стран СНГ по уровню обеспечения населения жильем. По данным статистики на декабрь 2022 года данные по обеспеченности жильем выглядят так. Молдова 34,3 квадратных метра на человека, Армения почти 34 квадратных метра, Беларусь почти 29 квадратных метров, Россия 27,8, Казахстан 23,2, Азербайджан 20, Узбекистан 18,2 и Кыргызстан 13 квадратных метров. Как вы относитесь к такой ситуации и просто ли в Таджикистане купить жилье? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.